Как заработать денег, если ты еще школьник? Думаю, этот вопрос интересует многих. На мой взгляд, заработок с помощью сдачи вторсырья – это не только полезно для экологии, но и для вашего кармана. Гора новостей снова приехала в пункт приема вторсырья для того, чтобы нам рассказали, как бутылки, бумага, пластик и другие, казалось бы, обычные вещи приносят прибыль. Расскажи, почему ты занимаешься раздельным сбором мусора? Так можем спасти очень много деревьев. Если мы не сортируем, то тогда мы просто не бережем природу. А если мы бережем природу, то тогда все будет у нас хорошо. Я знаю, что ты участвуешь в разных акциях. Для чего это тебе нужно? Я участвую во многих акциях. Когда мы сортируем мусор, мы получаем деньги, и мы не просто так их тратим, мы на них покупаем подарки для разных интернатов, для дома престарелых. Тебе не жалко тратить заработанные деньги не на себя, а на других? Нет, не жалко, потому что люди могут нуждаться в этом, а мы можем сами заработать и получить свои деньги, поэтому мне не жалко. Сколько ты на этом зарабатываешь? Когда как, но иногда мы можем заработать 500-600 рублей. Ульяне всего 9 лет. Она уже осознанно отдает все заработанные деньги на благотворительность, помогает людям и ни копейки не тратит на себя. В день съемок нашего репортажа Ульяна собиралась в общественный центр Улей, чтобы поучаствовать в акции и помочь нуждающимся. Во время карантина Ульяна вместе с семьей начали сортировку и сдачу вторсырья. Теперь это их семейное хобби. Как нам рассказали, оказывается, есть разница между мусором и вторсырьем. От обычного мусора вторсырье отличается тем, что это утиль, который подходит для дальнейшей переработки с целью получения чего-то нужного и полезного. Также у каждого вторсырья есть своя стоимость. К примеру, вы с друзьями встретились, покушали, попили и сдали все это в пункт. Поздравляю, вы еще и заработали. Делать хорошие дела нужно всегда. Если вы помогаете экологии, то также можете помочь и кому-то другому. Аня Асадова, Рамазан Муси, специально для Горы новостей.